Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 22 марта. Тематика его поэзии необычайно богата и разнообразна. В 5-й школе прошел вечер памяти остинского народного писателя и поэта Нафи Джуссойта. В будущем году проблема с питьевой водой в столице будет решена. Минстрой приступит к строительству нового водовода Уанат-Цхинвал. Республика Южная Осетия и региональные вызовы. Тема обсуждения экспертов в медиацентре ИР. Жители города Цхинвал забили тревогу, почувствовав запах газа. По информации работников Горгаза ГУП «Энергоресурс», сегодня к ним поступило множество обращений от горожан. Службы Горгаза весь день выезжают на вызовы, однако, как отметили в ведомстве, причин для беспокойства нет. В природный газ просто добавлен больше нормы этилмеркаптан – вещество с очень специфичным и насыщенным запахом, который абсолютно безвреден для здоровья. Начиная где-то начала 7-го, адам нам радят дежурную на аварийные службы. Сегодня с 7 часов утра в аварийную службу Горгаза поступают обращения от горожан. Хочу обратиться к жителям города, чтобы они отнеслись спокойно к этой ситуации. Нет никаких причин для беспокойства. Хочу отметить, что сам по себе природный газ не имеет запаха и цвета. Чтобы человек мог его почувствовать, в голубое топливо добавляют этилмеркаптан – вещество с очень специфичным и насыщенным запахом. На 1000 кубометров добавляют только 16 граммов. В Северной Осетии, откуда мы получаем газ, сегодня проводились профилактические работы, и в голубое топливо добавили больше нормы этилмеркаптана. Именно из-за этого люди ощущают запах. Он абсолютно безвреден для здоровья, но несмотря на это, наши службы реагируют на все обращения горожан. В столичной школе номер 5 прошел вечер памяти остинского народного писателя и поэта Нафи Джуссойта, приуроченный ко Дню поэзии. Праздник был проведен на 2 государственных языках. Учащиеся постарались показать красоту поэтического слога Нафи. Много добрых слов о нем сказали и те, кто с ним работал. В его устах слова имели крылья, в его речах был ясный мудрый слог. Высокий ум природа в нем раскрыла, он в каждом сердце поселиться смог. Творчество Нафи Григорьевича было глубинным, и относиться равнодушно к его работам невозможно, отметила Роза Валева в своей приветственной речи. В средней школе номер 5 прошел вечер памяти остинского народного писателя и поэта Нафи Григорьевича Джуссойта, приуроченный ко Дню поэзии. Почетными гостями памятного мероприятия стали глава государства, представители Минобразования во главе с министром Натальей Гасиевой, друзья и коллеги Нафи Григорьевича. Мы собрались для того, чтобы почтить память великого гениального поэта, осетинского писателя. Мероприятие проводится методом объединения осетинского языка и кружок русского языка принял активное участие. Мероприятие организатор решила провести на 2 государственных языках. Участники вечера памяти, учащиеся школы с 5 по 11 классы, постарались показать всю красочность поэтического слога народного поэта. Тематика поэзии Нафи Джуссойта, как у истинного художника, необычайно разнообразна, будь то описание природы родного края или же один день войны. Поэт будто рисует натуру, рисует словом. ده udvelar, ده qizamar, darısтай масунт kudu, nagult kural, nusal. Нафи Григорьевич был и известным переводчиком. Его переводы русских и зарубежных классиков вошли в сокровищницу остинской поэзии. Переводил он и прозу, рассказы, повести, пьесы. Его друг Гацерплеев отметил, что Нафи добился больших успехов не только из-за неуемного таланта, но и благодаря большому трудолюбию. Писатель не может умереть, потому что после него продолжает существовать его творчество. Мы должны делать все возможное, чтобы имена таких людей, как Нафи, никогда не были забыты. Хочу выразить слова благодарности всем, кто работал над вечером памяти. Немногим известно, добавил Гацерплеев, но он долгие годы работал над анализом остинских слов в китайском языке. Кандидат филологических наук Юрий Дзицойте добавил к сказанному, что его старший коллега был и прекрасным учителем.
Он был большим ученым, талантливым писателем и таким же переводчиком. Из 10 томов 2 последние книги являются переводами. Одна из них включает переводы русских классиков, а другая – классиков зарубежной литературы. Нафид Джусойте является лауреатом большого количества государственных премий и наград. Его имя носит национальная премия в области литературы и литературный конкурс, который учредил фонд Амунд. Директор фонда, общественный деятель и друг Нафи Григорьевича Казбек Челейхсате находился рядом с ним до последней минуты. Он отметил, что писатель не прекращал работать даже в день смерти. Последний год я был у него раза 4. Каждый раз он был в работе. Вокруг него всегда были книги и кипы бумаг. Даже в последний день жизни он работал. Украсили вечер специально приглашенные артисты государственного ансамбля народных инструментов «Айзалт», исполнив несколько песенных и музыкальных произведений остинских композиторов. Нафид Джусойте и сам являлся почитателем народной музыки и песен. Учащиеся школы исполнили отрывок из песни Нафи Джусойте «Азауи Таймурас», а танцоры школьного хореографического кружка, победители нескольких республиканских конкурсов, исполнили несколько народных танцев. Министр образования Наталья Гасиева выразила слова благодарности организатору и участникам вечера памяти и отметила, что подобного рода мероприятия способствуют популяризации творчества остинских поэтов и писателей и прививают к ним любовь. Глава государства также не остался безучастным к совместной работе преподавателя и учащихся школы. Президент также отметил, что Нафи Григорьевич был солидарен в идее объединения Осетии. Мы полностью осознаем величие и значимость таких людей только тогда, когда их больше не бывает среди нас, отметил глава государства. وما او خاطر نشرده کنیش نسخکتا هایی نیست خودتا مدام وشنی زای شمای تروزم مدام وشنی شمای ماکوالوا ویت خیدام دو و ایرسونه قبل بایو کنم یا آل نخواستر باست دیس ایران زاگیمه یا آل نخواستر باست دیس ایران آدمیمه یا آل نخواستر باست دیس اما ودستا ایران آدمه شاسوار زوی. Эльвира Дебилова, Азиз Багаев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Обсудить текущие проблемы в республике и задачи, которые ставит президент по их решению. С такой целью сегодня в парламенте прошла встреча руководителей законодательной и исполнительной ветвей власти. Взаимодействие парламента и правительства должно быть на высоком уровне. Проблем много, их необходимо решать совместно. Народ, наделивший полномочиями парламент и правительство, ждет решения многих социальных проблем. И власти должны оправдать эти ожидания, отметили во время встречи Эрик Пухаев и Петр Гасиев. Есть проблемы, есть задачи, которые поставил перед нами президент. И эти задачи надо решать совместно. Я благодарен тому, что между правительством и парламентом сложились такие хорошие отношения. Бывают вопросы, которые требуют вмешательства законодательных органов. Я считаю, что эти встречи, они полезны. И будет еще, я думаю, впредь встречаться и решать вот эти задачи, которые поставлены перед исполнительной властью, перед законодательной властью, да и задачи, которые ставит перед нами народ. Я знаю, что проблем очень много, но они постепенно решаются. Хотел бы напомнить, что одно из главных заявлений нашего президента, когда он шел на выборы, значит, это было то, что он считал необходимым, чтобы все ветви власти работали в полном взаимодействии. Проблем еще очень много, которые нам с вами предстоит решать. И без полного взаимодействия, которое я с большим удовольствием наблюдаю в случае с вами, я думаю, что у нас ничего не получится. В таком полном взаимодействии, в полной консолидации мы сможем решить те проблемы, решение которых наш народ сейчас от нас ждет. Поскольку мы на себя взяли эту ответственность перед народом, нам уже за нее и отвечать никто, как говорится, вместо нас эти проблемы решать не будет.
К концу 2019 года проблема с питьевой водой в столице республики будет полностью устранена. В ближайшее время Минстрой приступит к строительству нового водовода Уанат-Цхинвал. Проект будет осуществлен в рамках инвестиционной программы. Подробности в нашем следующем материале. После реализации проекта столица нашей республики будет получать воду круглосуточно. В настоящее время Цхинвал обеспечивается питьевой водой через водовод Едес-Цхинвал. Объем поступающей воды составляет 20-25 тысяч кубометров в сутки. Водозабор расположен в селении Едес. Протяженность водовода составляет 60 километров. Большая его часть проходит в условиях высокогорья в труднодоступных местах. Периодически здесь случаются обвалы и прорывы, особенно в сезон паводков. В результате приходится отключать потребителя, чтобы провести ремонтные работы. Все эти факторы создают очень большие трудности в эксплуатации этого водовода. К тому же весной дебет сокращается до 10 тысяч кубометров, а этого недостаточно для обеспечения населения водой, поэтому и возникла необходимость проведения нового водовода. В районе села Ванат, это еще с советских времен существовал и существует до сих пор площадка водозабора. Это система колодцев и дренажных труб, которая обеспечивает сбор воды на определенной территории, и оттуда она поступала в Горийский район в советское время. В настоящее время часть этой воды используют село Дминиси и еще ряд других астинских сел. В соответствии с проектом, который будет подготовлен в ближайшее время, предполагается прокладка трассы водовода порядка 15 километров от селения Уанат до города Цхинвал. Он пройдет с восточного направления. Геодезические изыскания проводятся, трассировка уже известна. Самое главное, водовод идет по легкодоступным местам, и в случае любых аварий все проблемы будут устранены в кратчайшие сроки. Предполагается, что в восточной части города будут установлены резервуары сбора воды и будет установлена гидролизная для очистки этой воды, и вода будет поступать в город Цхинвал. Таким образом, при реализации этого проекта дебет воды, поступающий в город, он увеличится, ну, как минимум процентов на 60. То есть это будет порядка 15 тысяч кубометров в сутки. Вот так мы предполагаем, дополнительно воды будет подаваться в город. Наряду с тем, что будет проведена и работа с населением в плане того, что необходимо экономить воду, особенно в районе частного сектора, чтобы довести до людей, чтобы закрывали они краны, которые во дворах у них идут, чтобы вода не стекала, чистая вода, в канализацию. Скоро проект будет направлен на экспертизу, и тогда, надеемся, к концу 2019 года жители города Цхинвал будут получать чистую питьевую воду. Фатима Чочева, Регина Черткоева, Айда Кочева. Информационный выпуск сегодня. Юго-Астинские и российские медики выехали в Лениногорскую больницу с целью диспансеризации населения. Помимо осмотра, врачи провели методическую работу с заведующими ФАПов. Отметим, что выезды медбригад в районы республики носят регулярный характер. Обо всем подробно рассказывает Анжела Кукоева. С целью выявления заболеваний на ранних стадиях в Лениногорскую больницу приехали как юго-осетинские, так и российские специалисты в области медицины. В ходе диспансеризации были предусмотрены консультация невролога, офтальмолога, эндокринолога, хирурга, эндоскописта, реабилитолога и других специалистов. В рамках интеграционных вопросов в сфере здравоохранения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия проводятся регулярные выезды в те или иные административные районы. Сегодня мы проводим совместный выезд российских специалистов и юго-астинских специалистов города Цхинвал для того, чтобы оказать специализированную медицинскую помощь в первичной медико-санитарной среде. Это на уровне центральной районной больницы, на уровне ФАПов, на уровне врачебных амбулаторий. Одновременно мы планируем провести методическую работу по помощи Лениногорской центральной районной больницы в рамках оказания медицинской помощи. Обычно на диспансеризацию приходит много людей. Врачи не успевают принять всех желающих. Однако на этот раз из-за дождливой сырой погоды, к сожалению, желающих проконсультироваться оказалось немного, отметил главврач больницы. Врачам выделены кабинеты, где они могут принять пациентов. Но у нас возникла проблема. Из-за плохой погоды мало людей. Ожидалось больше пациентов, желающих проконсультироваться у специалистов.
Ведущие российские и юго-осетинские специалисты были в Лениногорске и в январе 2018 года. Тогда они произвели осмотр пациентов, но некоторые из них не прошли соответствующего лечения в Лениногорской районной больнице. Сетует специалист-врач-эндоскопист Илья Суровцев. Только один из них получил соответствующее наблюдение и лечение в Лениногорской больнице. Информации по другим пациентам, к сожалению, нет. Среди специалистов невролог-психиатр Эдуард Амирханов. Российский специалист готов произвести диагностику и при необходимости назначить лечение. Здесь больных, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения, 23 человека по данным психоневрологического диспансера Республики Южная Осетия. Врачом, курирующим психические расстройства и расстройства поведения, здесь Гагиева Лариса Дмитриевна. Сегодня, в частности, она стоит в этом выезде. Мы с ней готовы к тому, чтобы принять этих больных. Противоэпилептические препараты больные получают здесь. Также они получают, по желанию, они могут выехать в психоневрологический диспансер. Те больные, страдающие эпилепсией, которые страдают органическим расстройством личности, как осложнением этого заболевания, наблюдаются там, могут, конечно, получить консультацию. Сами жители, пришедшие на осмотр, приемом таких высококлассных специалистов остались довольны. Мы испытываем нехватку специалистов. И сегодняшний приезд был бы очень кстати, если бы не помешала погода. Помимо осмотра населения, врачи также провели и методическую работу с заведующими фельдшерско-акушерскими пунктами. Работу возглавили министр здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия Георгий Тойчев и советник администрации президента Российской Федерации по развитию здравоохранения в Южной Осетии Игорь Галь. У работников ФАПов была возможность задать интересующиеся вопросы министру Георгию Тойчеву. Команда на сегодняшний день собралась здесь для того, чтобы еще раз лишний раз проконсультировать пациентов, нуждающихся в консультации, и каким-то образом разъяснить вам основные пути реализации того плана, который у нас в министерстве имеется, по улучшению качества оказываемой помощи. По словам Зураба Гобозова, нового главврача больницы, есть проблемы. К примеру, не работает операционный блок, кабинет рентгена. Оборудование здесь стоит уже более 9 лет. И сейчас в его планы входит разобраться, установить и запустить медицинскую технику. Особое внимание хочу уделить кабинету рентгена. Он у нас вообще не заработал. Но на днях к нам приедет техник, который запустит рентгеновский аппарат. На данный момент не функционирует и операционный блок по причине отсутствия больных. Они предпочитают наблюдаться в других лечебных учреждениях. Выезды медицинских бригад носят уже регулярный характер. Главная задача врачей – выявить как можно раньше имеющиеся заболевания, чтобы вовремя начать лечение и не запустить болезнь. Анжела Кукоева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. В Южной Осетии на выборах президента Российской Федерации на 13 открытых избирательных участках проголосовало 17 800 человек. Центр избирком России подвел окончательные итоги, заявила на брифинге председатель Госкомитета информации и печати Мария Кутаева. По данным посольства Российской Федерации в Республике Южная Осетия, эти показатели на 20% выше, чем на президентских выборах в 2012 году. И на 40% явка превысила данные по последним выборам в Госдуму России. За вновь переизбранного президента Российской Федерации Владимира Путина в Южной Осетии проголосовали 93% граждан Российской Федерации. За Павла Грудинина проголосовали 3% населения Южной Осетии. И за лидера ЛДПР проголосовали 1,3% граждан Российской Федерации. За остальных кандидатов Бориса Титова, Максима Суракина, Григория Явлинского и Ксению Собчак свои голоса отдали менее 1% жителей Южной Осетии. Результаты голосования в Южной Осетии показали, насколько важно для маленькой республики два главных аспекта – это сохранение стабильности и безопасности в Южной Осетии. В медиацентре ИР состоялся круглый стол, в ходе которого эксперты обсудили тему «Республика Южная Осетия и региональные вызовы». По мнению участников, есть необходимость активнее привлекать экспертное сообщество России к югоосетинской тематике. Тему продолжит Зарина Кочьева. Республика Южная Осетия и региональные вызовы. Эта тема стала предметом обсуждения политиков и экспертов Южной Осетии. По мнению участников круглого стола, процессы, которые проходят в последнее время вокруг Южной Осетии, не получают должной оценки и реакции с югоосетинской стороны. Несмотря на то, что война закончилась даже спустя столько лет, сегодня прослеживаются четкие тенденции эскалации конфликта.
основные составляющие, коренные такие причины, они в принципе остались прежними, что и, например, 8 лет назад или еще раньше. И речь идет, значит, о сохранении реваншистских настроений в Грузии, которые по-прежнему доминируют. И именно ситуация, например, вокруг Татунашвили, она очень четко показала, что они абсолютно никуда не делись. Более того, в грузинском политическом пространстве очень сильно доминируют по-прежнему те силы, которые исключают поиск каких-то мирных договоренностей с Южной Осетией. Абсолютно. И те попытки нынешних грузинских властей, которые там сугубо каких-то прагматических целях пытаются лавировать, чтобы избежать обострения отношений с Россией на данном этапе, они очень жестко ограничиваются именно теми кругами в странах Западной Европы и США, которые настроены на жесткую конфронтацию с Россией. Их влияние, их активность в Грузии еще больше усиливается на самом деле. Информационная сфера, идеология, культура, религия, духовно-нравственный уровень – вот где идут сегодня войны. Участники круглого стола отметили необходимость активизации информационных связей с североосетинскими и российскими СМИ. По мнению экспертов, есть необходимость активнее привлекать экспертное сообщество России к югоосетинской тематике, выработать системный подход к вопросам информационной политики Южной Осетии, чтобы в случае возникших угроз была должная реакция в плане подачи информации. Необходимо обращать больше внимания на процессы, которые происходят вокруг Южной Осетии. Зарина Кочиева, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня. Выставка осетинского художника, дипломата, лауреата многочисленных народных конкурсов и фестивалей Владимира Губозова состоится 27 марта в киноконцертном зале «Чермен». Она многожанровая. У нас там живопись, графика, гобелен, архитектурные композиции, потому что он не просто художник, он еще и архитектор. Возможно, с ним будет участвовать его дочь, тоже архитектор. Концепция этой выставки состоит в том, чтобы мы знакомились с творчеством наших художников в России. В тот же день, 27 марта, в фойе Национальной библиотеки имени Анахарсиса состоится фотовыставка почетного гражданина города Беслан, архитектора-художника, заслуженного фотохудожника Крыма Валерия Савлаева. Выставки состоятся при содействии Министерства культуры Южной Осетии и посольства Республики Южная Осетия в Москве. Ну а далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 23 марта. В Знаурском районе республики завтра, 23 марта, переменная облачность, дождь. Днем +7, ночью +3. В Цауском районе переменная облачность, небольшой дождь. Днем +4, ночью +1. В городе Квайса также переменная облачность, небольшой дождь. Днем 6 градусов тепла, ночью +2. В Ленингорском районе Южной Осетии переменная облачность, небольшой дождь. Днем +6, ночью +1. В столице республики в Цхинвале также переменная облачность, небольшой дождь, днем +7, ночью +2. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.